В прямом эфире работает программа «Новости», в студии Луиза Хатуева, и коротко о главных событиях дня. В республику прибыл министр по делам Северного Кавказа. Партии и стулья. Наши дети у нас разные по возрасту, по росту и так далее. Лев Кузнецов смог лично оценить экономический потенциал региона. В Сагисане грядут большие перемены. Как изменится высокогорное село? Повысить уровень собираемости платежей. Судебные приставы провели рейды по должникам за коммунальные услуги. Цветочное сражение. Очень яркие букеты и творческая работа такая. В Грозном прошел конкурс флористов. В республику прибыл министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. В рамках рабочего визита он проинспектировал строительство социальных объектов, а также проверил ход реализации федерально-целевых программ. Подробности у нашего корреспондента. Первым пунктом в программе визита делегации значилась школа в селе Алханюрт. Она вошла в федерально-целевую программу «Юг России». Строительные работы здесь еще не окончены, но ее планируют открыть уже в конце этого года. А это первый класс или какой? Здесь мы в каком классе находимся? Первый, да? Тогда вот сразу вопрос. Мы же сами в первом классе. Базовые правила – это регулируемые парты и стулья. Наши дети у нас разные по возрасту, по росту и так далее. Здесь будут все необходимые условия для обучения детей, говорят в Министерстве образования Чеченской Республики. Большие просторные классы, спортзал с баскетбольной площадкой, столовая и помещения для дополнительных занятий и кружков. Школа рассчитана на 360 посадочных мест. Это позволит разгрузить в Алханюрте общеобразовательные учреждения, работающие до сих пор в 3 смены. В целом это школа хорошая, но вот из этих нюансов и складывается уже общее качество. Следующий объект – роддом на 250 коек. Здесь также работает диагностический центр. Он рассчитан на 350 посещений в день. Кроме того, есть оперативное гинекологическое отделение на 60 коек. Палаты пока пустуют, однако в скором времени они будут оснащены современным оборудованием российского производства. В перспективе медицинский центр планирует выйти на уровень лучших лечебных учреждений в стране. Сейчас осталось самое малое – это провести обязательно разводку лечебных газов, без которых существование ни родильного дома, ни перинатального центра просто невозможно. И, конечно, оснащение, которое предполагает, это уже и оснащение для детей, для выхаживания детей, для родовспоможения, это и кровати, это и мебель. То есть туда входит все. Лев Кузнецов отметил высокое качество выполненных работ. По словам главы Минкавказа, необходимо сделать все возможное для того, чтобы в данном центре пациентки и новорожденные дети ощущали заботу и внимание. Саид Ахмадов, Амина Магомадова. Новости. Также министр по делам Северного Кавказа вместе с главой региона посетил плодопитомник «Сады Чечни». Чиновник смог лично убедиться в том, что здесь выращивают экологически чистые фрукты, ягоды и овощи. Продукция отсюда поставляется не только на местные прилавки, но и в другие субъекты страны. Яблоки, сливы и персики отсюда попадают не только на местные прилавки, но и в другие регионы страны, такие как Санкт-Петербург, Москва и Краснодар. В будущем здесь планируют наладить поставки во многие другие субъекты России. Поставляем в Питер уже, отсюда уходят слива, яблоки. Санкт-Петербург забирают. Нет, пусть сейчас, да, домой, детям, соседям. Попробуйте, что вы. Вот эти уже, в принципе, на корню заказ есть. На Питер они сказали, приехала женщина с Петербурга, посмотрела, сказала, мы у вас, в принципе, на корню готовы этот урожай забрать. Красиво, да? Да. Да, посмотреть там. Удовольствие. Не только кушать. Может, за энергетикой, да? В 2009 году на этом месте были только пустыри, заросшие бурьяном. Сегодня предприятие «Сады Чечни» занимает 500 гектаров, 120 из которых отведены под фруктовые деревья, а 80 – это плодопитомники. Посадочный материал пользуется большим спросом у сельхозпроизводителей других регионов страны. Рамзан Кадыров отметил, что столь высокие результаты достигнуты благодаря упорному труду рабочих. Научиться надо жить. Жить, когда ты сам создаешь все. Кормил, да. Да, вот сначала 10 соток, потом 100, потом гектар. Потом это мы показываем, что можно работать.
Вот наш сад прибыльный, да, там, и у него там есть разные там огороды, которые, ну, большие, так может, поля, и получаем много доходов, да, картофель, когда он сам лично поехал в Гденский район, возле казино, получил урожай, он показал, что можем, давайте работайте. Мы в этом году, даже Краснодарский край считается житницей, мы персики поставляли в Краснодарский край в этом году. Это что-то говорит о чем-то. Это подтверждает правильность. Да. И президент сказал, что как раз нам это нужно. Поэтому давайте пользоваться этим. Я же сказал президенту, что раньше все говорили, хватит кормить Кавказ, а теперь мы поставили задачу, давайте вместе сделаем, чтобы Кавказ накормил Россию яблоками. Краснодар, да, абрикосами, Да. там, соками, Курями, Москву, да. там, Казахстан, Сейчас мы- Белоруссию. В настоящее время опыт предприятия перенимают жители Тумкалинского района. Агрономы рассказывают будущим садоводам, как ухаживать за деревьями, чтобы получить большой и вкусный урожай. Для этого каждое дерево здесь подкармливают. К тому же полив производится капельным путем. Постоянно үйрәтеді. Ну и с учетом шутига ел башқалый, и тидме ләтсе, о куза дәштег сразу шу сигнализирует дәш. Но кечем мы халқы бәбейіз. Нега вож вредный объект шу, цемгаш и садолгум ши церны кечем в течение года тохал запас уже януарешу пилиешу я иду. Сады Чечни с 2009 года занимаются питомниководством, выращивают саженцы, оздоровленный материал, безвирусный. Вы знаете, у нас есть 2 лаборатории, литра и вирусологии, поэтому качество посадочного материала у нас очень хорошее. Осенью этого года в высокогорном селе Ведучи планируется посадить саженцы на территории 100 гектаров. Эта идея возникла после визита в Тумкалинский район главы Чечни и председателя правительства. Для этого в высокогорье есть все необходимые условия. Выращивать планируют поздние сорта яблони и сливы. Регулярные осадки и умеренная погода должны поспособствовать быстрому росту деревьев. В случае удачных всходов планируется увеличить площадь фруктовых садов. خيدون جلاني يدال مولادون تاعي هرهم دون هروي ريسبوبليكا ويلاتنا شوي مؤخر سدواتسوا وينغرادرسوا هرهم ليلو دون شو دال بلدون اسبع مؤخ بوين ارتسليلي شوين احدو ايراني ري تورسي ري دون قيش مخكر حاقيوش عاج باميدوريوش عيتش وين احدو ويدون دعين يلهم حلايولش دال بالمؤخ لات دوين. С помощью садоводства в Тумкалинском районе надеются снизить уровень безработицы. Большую часть продукции агрономы высокогорья намерены реализовывать туристам. Рамзан Джамбеков, Расул Артухаев, Денис Хавхаров. Новости. Но на этом экскурсия по главным чеченским предприятиям не закончилась. Лев Кузнецов также посетил птицефабрику «Жейна». Здесь только за сутки производят и поставляют на прилавки местного рынка около 18 тысяч яиц. Здесь же содержат порядка 7 тысяч голов крупнорогатого скота самых лучших пород. Экологически чистая продукция фермерского хозяйства пользуется большим спросом не только в Чечне, но и далеко за ее пределами. Хавайдиева продолжит. Крестьянско-фермерское хозяйство «Жейна» – один из немногих производителей на Северном Кавказе, оснащенный новейшим оборудованием. Именно сюда с инспекцией прибыл Рамзан Кадыров вместе с министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым. Гости осмотрели цех по выращиванию цыплят-бройлеров. Здесь все автоматизировано от регулировки температуры до подачи корма и воды. Всего таких помещений здесь 15. Да, сегодня вечером будет посадка. 10-11 часов посадка будет здесь. Сколько будет здесь? 10-500 будет сажаться. 10 часов, да? Ну, сажаем по 500. 10-500. А вот туда поступает как раз вода и корм, да? Вода сюда Вот поступает. это они пьют тогда, вот они Вот это смотрите, носом так, Лев да, Ильич. вот трогают, да? Да. Вот смотрите, сейчас им посыпали на бумагу, чтобы они понемногу подрастали, а потом они привыкнут уже и начнут оттуда. Сейчас там, А потом пить, там. а пить знают сразу, где откуда пить, что присасывается к этому? Обязательно, там капля. Они Всего за год своей работы КФХ «Жейна» успела зарекомендовать себя как поставщик экологически чистой продукции. Здесь выращивается 375 тысяч цыплят-бройлеров. 58 тысяч несушек ежедневно обеспечивают жители Чеченской Республики и Северного Кавказа необходимым количеством яиц. Еще одним направлением работы КФХ является животноводство. На территории 50 гектаров выращивают порядка 7 тысяч голов крупного и мелкорогатого скота. Также здесь занимаются прудовым хозяйством. Для этого специально было выделено 437 гектаров.
А здесь у нас головной. У нас есть после 3 корпуса, законченный цикл. Там точно забойный цех, холодильные установки, то есть там полный цикл. И Николаевской станицы 4 корпуса. Скажи, пожалуйста, за сколько они должны... За 45 суток. За 45, да? Они должны набрать вес 2 килограмма 800 грамм, чтобы у нас выходило где-то 2-200 чистого веса. КФХ «Жейна» уже обеспечила рабочими местами порядка 300 человек, и это не считая сезонных работников. Кроме того, здесь строго следят за качеством производимой продукции. После инспекции Лев Кузнецов оценил уровень работы предприятия, отметив, что сельхозпроизводители не должны гнаться за удешевлением своего товара, а работать над улучшением его качества, используя не только новейшее оборудование, но и уникальные климатические условия своего края. В целом у нас в России по мясу птицы, к счастью, вопрос продовольственной безопасности решен. С другой стороны, высокая конкуренция, но мы чем должны выигрывать? Мы сейчас как раз с Рамзаном Ахматовичем обсуждали то, что здесь не применяется каких-либо таких генетических продуктов, то есть здесь именно чистое, то, что ценится максимально, о чем мы говорили. Кавказ – это экологически чистая продукция. Она чуть-чуть дороже, но именно сегодня из-за уникальных природно-климатических условий это наше конкурентное преимущество. Поэтому вот и мы говорим и дальше, что вот именно соблюдение этого стандарта технологических процессов есть основа того, что позволит нам на таком конкурентном рынке иметь свою нишу. И это очень важно. Ну а видим, с одной стороны, применяются и российские стройматериалы, и работают наши местные жители, что тоже очень важно. Да? Ну и самое главное, что есть проекты дальнейшего развития, при этом соблюдая полный технологический цикл. Это да, и выращивание, да, и мясное животноводство, и растениеводство, и, соответственно, птицеводство, и продукция из нее, что тоже очень важно. Одной из перспективных отраслей здесь называют разведение лошадей, поэтому уже в ближайшее время и намерены уделить особое внимание. Сейчас в планах у производителя создание колбасного цеха. По словам Льва Кузнецова, на государственном уровне обсуждается вопрос заполнения российской продукции рынков ближнего зарубежья. Кроме этого, в рамках российско-иранских отношений будет осуществляться поставка халяльной продукции, произведенной в Чеченской Республике, в страны арабского мира. Хава Адиева, Мансур Сааев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Селение Саясан Нижегородского района превратилось в одну большую стройплощадку. По поручению главы региона здесь ведется реконструкция дорог, разрушенных оползнями, одновременно возводятся и новые мосты. Обновлению подвергнутся и фасады домов сельчан, а территории будут благоустроены. Местные жители тоже не остаются в стороне от работ. Они проводят масштабные субботники. Наш корреспондент подробнее. Уже который день в селении Саясан стоит гул тяжелой техники. После очередного визита главы Чечни в этом горном селе с богатой историей вписывается еще одна страничка. По поручению Рамзана Кадырова в населенном пункте развернута масштабная реконструкция. В ходе работ будет полностью отремонтирована дорога, ведущая к зиярту великого эвлия шейха Ташу Хаджи. Построят 2 моста, благоустроят улицы. Уже на второй день после визита главы Чечни село начали посещать и руководители министерств и ведомств. У каждого свой участок и фронт работ. За процессом следит и начальник оперштаба по благоустройству селения Саясан Махмад Ахмадов. На месте отдаются поручения и определяются объемы. В соответствии с поручением главы Чеченской Республики Министерством труда сегодня проводится крупный субботник в селении Саясан Нижегородского района. Нами здесь задействовано более 300 работников нашего министерства. Нами проводятся работы по очистке прилегающей территории к дорогам. Начинается ремонт кровли в общей площадью где-то около 60 домовладений, а также нами будет произведен ремонт заборов и ворот на 43 домовладения. А у семьи Башировых будет двойной праздник. Помимо благоустройства села, они справят и новоселье. 7 человек, 4 детей и 3 взрослых, 2 из которых инвалида. Много лет проживали в ветхом жилье. Из-за дождей и подмыва почвы дом в буквальном смысле расходится по швам. У самих средств на восстановление не было. Узнав о положении многодетной семьи, Рамзан Кадыров распорядился построить новый дом. Работы, которые уже начались, финансирует региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова.
شطبوا بيش بدك عشان أي شيلوش بس شدوغ بقت وترو بوزيت هيك تعصب بالغ تجوزت هون شقوق تغلر ات وتروغ لا شيء جديد هذا بدك عشين خيط شو تحوي بتشو خشين خيط مخينا قصدين خش بوغ دعبولين هرش مخار هر بوغ دعبيوش بقو قاعدة مقلادير ريس هو بتشان رمزنا ويمحنا أيماننا دا دوك ديك дойтер. Субботники проходят и на территории самого Зиярта шейха Ташу-Хаджи. А для удобства паломников перед святыней благоустроят новую автостоянку. Все работы должны завершиться уже в этом месяце. Динара Мурадова, Дени Хавхаров. Новости. К жителям Старопромысловского района Грозного пришли незваные гости. Судебные приставы провели рейды по должникам за коммунальные услуги. Только с начала года в этом районе было взыскано порядка 4 миллионов рублей со злостных неплательщиков. Многим даже ограничили выезд из республики. Однако погашать долги некоторые местные жители все еще не спешат. Хава Адиева с подробностями. О своей задолженности за коммунальные услуги Зарган Катиева была предупреждена в письменной форме. Как признается сама хозяйка дома, о наличии долга она знала, но оплатить его у семьи нет средств. Женщина живет в съемной квартире, одна воспитывает внука. Ее долг составляет 52 тысячи рублей. Если такая задолженность, конечно, им обязательно. Сегодня только в Старопромысловском районе столицы числится порядка 300 злостных неплательщиков. Среди них семья Исаевых, проживающая по адресу Ладожская. Их задолженность составляет 62 тысячи рублей. Здесь же приставами была проведена опись имущества. Если долг не будет погашен в течение 10 дней, то имущество будет передано на реализацию, а вырученные деньги пойдут на погашение долга. По словам судебных исполнителей, основная проблема должников – это отсутствие постоянного дохода. Проблема на сегодняшний день в том, что у людей, у должников нет дохода, на который можно обратить взыскание. И, пользуясь случаем, хочу обратиться к людям, чтобы в свою очередь обращались к взыскателям, то есть ЕРКЦ, Ренессанс, разница, обратились для рассрочки данной задолженности. В случае, когда они погашают 30%, они им дают рассрочку, отзывают у нас документ, и они могут обратиться в соответствующие органы для получения каких-либо льгот. Однако поставщики коммунальных услуг готовы идти навстречу неплательщикам. Для этого достаточно обратиться в соответствующую службу. Кроме того, для удобства оплаты задолженности созданы дополнительные условия. Для абонентов, имеющих большие задолженности, которые были переданы судебным приставам, имеются такие рассрочки, как соглашение. То есть абонент обязуется оплачивать оставшийся долг в течение 6 месяцев равными долями. Для этого ему сперва нужно оплатить 30% от общей суммы задолженности, а оставшийся долг он будет оплачивать в течение 6 месяцев равными долями. Он может еще обращаться в центр субсидий, соответствующий пакет документов и соглашение вместе с долгом, то ему дается субсидии на 6 месяцев. Согласно закону, судебные приставы имеют право не только арестовать имущество должника. Сегодня активно практикуется удержание части средств из пенсии и заработной платы неплательщиков. Также приставы имеют право установить ограничения на выезд должника из страны. Всего с начала года приставами Старопромысловского района было взыскано порядка 4 миллионов рублей только за услуги ЖКХ, а 122 неплательщика не смогут выехать за пределы страны до выплаты долга. По словам судебных приставов, рейды будут продолжаться до полного погашения неплательщиками своих задолженностей. Хава Адиева, Булат Баканаев, Зелим Закаев. Новости. В Грозненском военном Суворовском училище проходит приемная кампания. Пройти отбор непросто. Ребятам необходимо сдать все дисциплины на отлично. За годы работы учебное заведение стало настоящей кузницей кадров для органов внутренних дел. По окончанию учебы кадеты получают возможность поступить в ведущие вузы МВД России. Подробности у Луизы Баснукаевой. Ежегодно в Грозненское военное Суворовское училище имени Ахмата Хаджи Кадырова подают не менее 200 заявлений. Отбор довольно жесткий. Для зачисления необходимо сдать все вступительные экзамены на отлично. Карьера в правоохранительных органах для многих ребят начинается именно отсюда. С 5 класса я мечтал поступить в Суворовское училище. И у меня появился вот такой шанс поступить. И по окончанию Суворовского училища я хочу поступить в другие вузы МВД. И в дальнейшем у меня будет, я надеюсь, будет нормальная работа, хорошая. Дисциплина, во-первых. Во-вторых, обучение, есть перспектива, военное дело. Хотел бы научиться и поступить в МВД. Было много героев в Чеченской Республике, к примеру.
Восхищаюсь ими, хочу стать как они. Обучение в Суворовском училище длится 3 года. У выпускников появляется шанс поступить в ведущие вузы МВД России. С каждым годом отбор училища становится все качественнее. Дело в том, что когда человек связывает свою судьбу с училищем, он должен связать ее не 3 года обучения в училище, а на 8 лет, потому что критериями эффективности деятельности нашего училища считается количество поступивших выпускников в высшие учебные заведения МВД России. Помимо школьной программы, кадеты Суворовского училища изучают основы права, проходят начальную, профессиональную и спортивную подготовку. Строгая дисциплина и организация учебного процесса позволяет им превосходить сверстников не только по уровню знаний, но и физическому развитию. Луиза Баснукаева, Хаважи Мунаев. Новости. Важная информация для тех, кто следит за качеством сна. Одно из крупнейших предприятий на Северном Кавказе, фабрика «Магнат», запустила автоматизированную линию по производству матрасов. Они отличаются особым дизайном и качеством материалов. По этому случаю в Махачкале состоялся торжественный запуск нового цеха. Все подробности у Хамзата Аюбова. Если до сих пор клиент мог получить заказ только в течение недели, то сейчас свой матрас придется ждать не более 3 дней. Новая турецкая сборочная линия «Электротекс» собирает 1 экземпляр за считанные минуты. Да и усилий при сборке теперь значительно меньше. Раньше надо было матрасы, чтобы не приносили, ставили. Вот как заканчивала, приходилось кричать, мальчиков позвать. На это время у нас уходило. А сейчас все идет так вот автоматом. Всего на автоматизированной линии работает 12 человек. Использование новой технологии повысит и качество продукции в несколько раз и позволит снизить стоимость изделия за счет производительности труда. При необходимости можно производить до 300 матрасов в день. Качество всегда было во главе угла, потому что, вы знаете, и я считаю, и, к счастью, наш генеральный директор такого же мнения. Он считает, что лучше делать или не делать вообще, или делать хорошее. И поэтому мы о качестве думали всегда. Эта линия позволяет не столько заняться качеством, хотя качеством, естественно, будет выше, потому что здесь все автоматизировано. Даст нам возможность увеличить выпуск продукции. Автоматизированная линия по сборке матрасов «Электротекс» единственная во всем федеральном округе. На торжественное открытие приехал и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Гости осмотрели почти всю фабрику. «Магнат» работает с 2010 года. Свыше 5000 квадратных метров площади. Имеет свой собственный швейный цех и создана учебная база для обучения персонала. Нам интересно самим готовить кадры, потому что уникальные специалисты здесь. Просто матрасика больше нигде нет. Согласен. И если мы будем готовить и для себя, и, может быть, для республики даже, мы готовы. Такие предприятия, как ваши, показывают, что не надо идти только в банк, а может создать свое маленькое дело, конкурентоспособное, правильно? При этом решающее и экономические задачи, и социальные. На фабрике в целом работает около 350 человек. Выпускаются матрасы самых разных видов – детские, ортопедические, медицинские и спортивные маты. Фирменные магазины и представительства в Москве, Ростове, Крыму, Астрахани, Волгограде, Пятигорске и Владикавказе. Так, в 2010 году была построена и введена в действие фабрика матрасов «Магнат». Оборудование было получено с Китайской Народной Республики. С наладкой и пуском эксплуатацию обучением занимались тоже китайские специалисты. Мы также выезжали и в Республику Турцию, и в другие страны для более глубокого изучения именно в этой отрасли промышленности. Проектная мощность фабрики была на уровне 1500 матрасов в год. Новое оборудование позволяет выпускать 1 матрас каждые 1,5 минуты, 90 секунд. Под автоматизированную линию построено помещение площадью 2500 квадратных метров. «Магнат» имеет магазины во всех городах Дагестана. Не первый раз за покупкой пришла сюда и Мадина Хадисова. Говорит, доверяет только этой фирме. Мы покупали уже себе матрас и решили теперь приобрести матрас нашему ребенку. На фабрике «Магнат» очень хорошее соотношение цены и качества, поэтому мы остановили свой выбор именно на матрасе «Магнат». Для проклейки слоев используются специальные клеи расплавов, в которых отсутствуют химические вещества, дающие едкий запах. Покупатели отмечают большой выбор продукции. Цена очень доступная и качество очень комфортное. И я очень довольна, и семье нравится. В интернете смотрели очень много фабрик матрасов, и самым хорошим и предлагаемым оказалась фабрика матрасов «Магнат». И я очень довольна их качеством. И доставка быстрая, и качество хорошее. Свои салоны «Магнат» имеет и в Чечне. Представитель фабрики в Чеченской республике Хасан Сурхаев также побывал на открытии новой линии «Электротекс». Стандартный размер с наличием в основном, а нестандартные, сжатые сроки. С пониманием относятся, быстро делают, качественно.
самое главное, они показывают образцы, что внутри, качество каждого материала, что входит в основу матраса. Салоны фабрики «Магнат» расположены в Грозном, по Старопромысловскому шоссе, и в Гудермесе, по улице Мостовой. Также в перспективе открытие третьего фирменного магазина «Магнат» в Чеченской Республике. Хамзат Аюбов, Адам Чекуев, Джамалел Хаджилиев. Новости. Цветочное сражение. На проспекте Путина прошел конкурс на лучшее составление букета. В нем приняли участие не только местные флористы, но и гости из соседних республик из КФО. Такие соревнования станут хорошей традицией, обещают организаторы. Лариса Джабраилова расскажет, как проходил цветочный турнир. Каждые выходные центральный проспект города заполнен отдыхающими. Здесь и жители чеченской столицы, и гости из других регионов. Можно покататься на велосипеде или гироскутере, послушать музыку и оценить работы художников. В эти выходные сюрприз преподнесли флористы, устроив конкурс на лучшую цветочную композицию. Задача участников – представить на суд жюри композиции на свободную тематику. В их распоряжении предоставлены различные экзотические цветы с всех уголков мира, то есть это производство Кении, Эквадора, других стран Южной Америки, некоторые цветы российского производства. Среди участников профессионалы и любители из Чечни и республик Северокавказского федерального округа. Всех их объединяет любовь к флористике. Составление букетов для них не работа, а настоящее искусство. Я хочу сделать именно тропинку, свисающую композицию. Она состоит из гортензии, из пионовидной розы, из гвоздики, альстромерия, пионы. В их распоряжении 1000 цветов от салона «Флоранж» и всего 40 минут времени. Зрители уже выбрали фаворитов. Они, так же как и компетентное жюри, могут голосовать за понравившуюся композицию. Очень яркие букеты и творческая работа такая вот, насыщенная, интересная. И это все привлекает людей. Это же всегда так здорово, что хотят разнообразить впечатление о Грозном. Действительно говорят, что Кавказ – это рай земной. Я полностью с этим согласна. Конечным итогом нашего путешествия мы еще попали действительно в рай цветочный, на эту выставку замечательную. И болеем за Заура. Отличная вообще композиция, оригинальная. Мне нравятся цветочки, они красивые и хорошо пахнут. Мой любимый цвет вообще-то розовый. Симпатии зрителей и членов жюри оказались едины. Победителем в обеих номинациях стал Заур Дадашев. Оригинальную композицию из экзотических цветов признали лучше единогласно. Заур признается, каким будет этот букет, заранее он не знал. Только в процессе работы сложился окончательный образ цветочного шедевра. Здесь роза есть, дельфиниум есть. Экзотические зелени есть. Никогда в жизни не было, чтобы думать перед тем букет сделать. Взял и сделал, и все получается. Все. Организаторы конкурса Министерства культуры Чеченской Республики и салон цветов «Флоранж» обещают, такие фестивали будут проводиться систематически, а география участников будет расширяться с каждым разом. Лариса Джабраилова, Муслим Типаев и Луиза Юнусова. Новости. А теперь о прекрасном. Сегодня вечером наша съемочная группа стала свидетелем крайне редкого и очень красивого природного явления, известного как двойная радуга. Это произошло в горном Биное. Разноцветная дуга особенно эффектно смотрелась на фоне живописных гор. Радуга после дождя всегда вызывает положительные эмоции, особенно если событие наблюдать в высокогорье. На этом у меня все. Хороших вам новостей.